Привет всем! Я очень люблю ходить в Национальную детскую библиотеку Машака. Этим летом я познакомилась со сказочным героем Книгоженем на выставке иллюстраций Валерии Асташовой. А вы знаете, как появился на свет главный герой журнала «Радуга» Книгожень? Давайте об этом спросим создателей журнала. Наш Книгожень появился случайно, можно сказать, случайно и неожиданно, потому что были идеи разных персонажей, но вот появился такой образ, собирательный образ библиотекаря, которого на коми-манер могли бы называть Книгожень. В коми-языке есть такая интересная традиция, когда профессия становится частью имени. Например, в деревне очень часто можно встретить такие прозвища, как Почта Люба, Киноващ и так далее. Вот так же появился наш Книгожень, который из крылатого мальчика за многие-многие годы своего путешествия превращается в такого интересного, чудаковатого, но по-прежнему любопытного персонажа. Книгожень, он похож на наших детей. Он любопытный, он активный, он иногда хулиганит, он ищет себя, и он занимается чем угодно, путешествует и теперь помогает другим и рассказывает о своих приключениях на страницах «Радуги». Поэтому он у нас абсолютно разный. Вот он летит у нас уже со своим другом за перелетными птицами. Книгожень учит английский, рассказывает об удивительных людях, учит коми-языку и многое-многое другое. Мы долго искали нашего героя, нашего Книгоженя, и встретились с ним благодаря Валерии Асташовой, которая воплотила этот образ в жизнь. Сначала нашего героя звали Енышка, что в переводе с одного из диалектов коми это радуга. Затем в творческих обсуждениях появился образ радужного мальчика с крыльями, с интересными предметами, благодаря которым он решает сложные задачи, путешествует и меняется в лучшую сторону. Ну и, конечно, Книгожень находит друзей. Вместе с ним путешествуют другие ребята и герои. Поэтому мы приглашаем вас в увлекательное путешествие, знакомство с нашим волшебным персонажем. Дорогие ребята, мы все хотели, чтобы всегда с вами был настоящий друг. Где бы вы ни оказались, ехали бы вы в поезде, сидели бы вы дома, пока родители работают, закончили вы уроки или просто отдыхаете, чтобы с вами всегда был настоящий друг, который мог вам рассказать много чего интересного, который учил вас правильно общаться с родителями, школьниками, с сверстниками, учителями, правильно их понимать, чтобы вам всегда было весело среди в своей компании, и даже если вокруг вас незнакомые дети. И мы сделали вам этого друга, и этого друга зовут Книгожень. Он может вам помогать делать уроки, знакомиться с литературой. А еще Книгожень предлагает вам участвовать в издании журнала. Вы можете присылать свои рисунки, свои рассказы и любые свои идеи. И Книгожень поможет вам их опубликовать. Он будет путешествовать с вами по страницам журнала «Радуга».